Хулубзеку Гатырскую Аюсша прошло 1,5 месяца, как на канале абхазского телевидения стартовал проект Айзера. За это время вышло 5 передач. Мы не могли обойти вниманием общественно-политическую ситуацию, и 3 выпуска посвятили обсуждению именно этой темы. В 2 других речь шла о развитии экономики и ситуации на дорогах. Но полемика между властью и оппозицией не то что сошла на нет, а разгорелась с новой силой. Поэтому в рамках сегодняшнего эфира снова поговорим об обстановке, которая складывается в нашей республике. Не просто поговорим, а предложим представителям политических партий назвать конкретные пути выхода из затянувшегося кризиса. Вроде все констатируют наличие раскола в обществе, при этом немногие говорят о том, какие меры надо предпринять для его преодоления. Итак, мы начинаем Айзера. Мы снова в студии. Напомню, что это прямой эфир. Прежде чем перейти к разговору, я хотел бы представить наших сегодняшних гостей в студии. Итак, Якуб Васильевич Лакоба представляет Народную партию Абхазии, Алмаз Джапуа, партия Айнар, Тея Аршба, партия экономического развития, Аслан Барцец представляет партию Форум народного единства, Игорь Ладаря, коммунистическая партия, Астамур Логуа представляет Демократическую партию Абхазии. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что для Астамура, сопредседателя этой партии, сегодня своеобразный дебют, потому что буквально в конце прошлой недели Министерство юстиции нашей страны официально зарегистрировало эту организацию как политическую партию. Сергей Миронович Шамба, Единая Абхазия, Манана Квициня представляет партию Народный фронт за справедливость и развитие, Вячеслав Кокоскир, партия Амсахара. Добрый вечер, дорогие друзья. Бзелышабейт. Лобзеку. Ну что, начинаем с новости, которая пришла буквально несколько минут тому назад. Наконец-то начались переговоры, консультации политические, насколько нам известно. Буквально в эти минуты проходят встречи, в том числе и в Народном собрании, парламенте Республики Абхазия. Это не случайно, потому что именно парламент принял соответствующее постановление. Одним из авторов этого постановления был депутат Сергей Миронович Шайба, он же лидер партии «Единая Абхазия». Сергей Миронович, вам слово. Скажите, какая-то информация есть? Может, есть смысл уже сообщить нашим телезрителям? К чему пришли? Ну, если сразу с этого начинаем, тогда скажу, что закончились уже эти переговоры, которые там имели место с представителями фонда, который возглавляет Аслан Бжания. Фонда АПРА, руководством Амцахара и спикером парламента, и некоторыми депутатами нашего парламента. 3 часа шли переговоры. Это была первая встреча, и договорились о том, что в субботу, послезавтра, после соответствующих консультаций, разговор будет продолжен. То есть подробностей пока особых нет? Да. И тем не менее, коллеги, как вы воспринимаете сам факт того, что наконец-то удалось сесть за стол переговоров и начать политические консультации? Алмаз Северянович, начнем с вас. Честно говоря, вот как говорил здесь Сергей Миронович, в том числе и наша организация, и я как представитель организации в парламенте, поднимали разговор о том, что обязательно нужен диалог, и на парламентской площадке депутаты высказались достаточно активно в эту позицию. Мне кажется, тут это единственный путь вообще разрешения конфликта, и если кто-то предполагает бездиалоговый путь развития событий, я думаю, что это глубокая ошибка. Существует только путь диалога, внутри которого, мне кажется, существует единственный путь компромиссов, где каждая из сторон идет друг другу навстречу. Только это позволит нам все вместе выйти из кризисной ситуации, которая сложилась на данный момент, мне кажется. Ну, у всех характеристика одна. То, что сейчас происходит, это явный кризис в стране. Политический процесс предполагает диалог, переговоры. Все остальное это за рамки политики выходит. Поэтому мы можем говорить только о политическом процессе. Вячеслав, вы представляете партию Амсахара, которая, собственно говоря, и выдвигает свои претензии к действующей власти. Скажите, на эти переговоры с какими предложениями вы идете и что вы собираетесь? Ну, каким вы видите итог этих консультаций? Ну, я подробности о том, о чем говорили, я не знаю, но у нас есть решение проводить сход, и те, кто представляет блок оппозиционных сил, в том числе Амцахара, должны с этого начинать на любых переговорах. А потом дальше оппоненты что будут предлагать,
разговаривать. Если приходить к какому-то компромиссу, это другой вопрос. А так у нас есть конкретное решение, из которого мы исходим. А дальше уже, ну просто знаете как, чтобы у нас не создалось такое ощущение, что вот, как бы, я извиняюсь за такое грубое слово, заболтать этот процесс, ну ничего не даст. Если конкретные какие-то приемлемые предложения будут, я, например, за, и я уверен, что и подавляющее большинство в Амцахар и вообще в блоке будут, но опять-таки за разумные, которые мы считаем разумными. Кстати, в упомянутом постановлении парламента, которое было принято в понедельник, было сказано о том, что мы призываем к безотлагательному началу этих политических консультаций без предварительных условий, без предварительной повестки. Просто сесть и начать разговор. Когда президент вот вчера или позавчера, по-моему, по телевидению я смотрел его, он говорит, никакие условия я не принимаю. Ну, тогда, честно говоря, я не очень-то понимаю, о чем вообще вести разговор, если президент никакие условия не будет принимать. Он даже не оставил какие-то коридоры, чтобы о чем-то можно было говорить. Такая категоричность мне не понравилась, например, вчера. Спасибо. Астамур, перейдем к вам, пожалуй. Вы сегодня впервые участвуете в нашем проекте. Пожалуйста, вам слово. Во-первых, приятно, конечно, слышать, что какие-то консультации, переговоры проходят. Абсолютно согласен, что только диалог может вывести нас на какой-то новый путь, привести к какой-то консолидации. Но вот хотелось бы кратко очень отметить. Я вот услышал, что у вас есть решение партии вот о категоричности президента, непринятия каких-то условий. Я, насколько понимаю, Ям Цахара тоже, по-моему, категорично сказал только отставку президента. Но вот это тут переговоры всегда есть, начинаются... И тут, и там как бы присутствует, и у блока оппозиционных сил, и у, наверное, президента в том числе. Но я вот что еще хотел бы отметить. Еще раз говорю, приятно, конечно, что все-таки начались консультации, но, наверное, это должно быть не в парламенте. Вот, мне кажется, что мы должны все-таки повысить уровень других институтов, той же общественной палаты. Напомню и о политическо-консультативном совете. Кстати говоря, мы когда-то предлагали еще до создания этого совета создать совет при президенте, он назывался бы. Но потом президент создал такой совет. Все-таки нам надо поднимать уровень других площадок, потому как в парламенте у нас обсуждается сегодня все, начиная от закона НДС. Астамур, но общественная палата уже активно включилась в этот процесс. Первая встреча прошла накануне, Сократ Рачев Джинджоли занимается конкретно. Парламент это одна из ветвей власти. Согласен, Сергей Миронович. Просто когда люди собирают 200 человек и по НДСу митинг устраивают, тоже в парламент приходят. Все-таки есть другие площадки, на которых можно было бы для начала их развить, а потом переходить в парламент. Сейчас у нас времени нету развивать что-то. Ну, я вообще в общем сказал. Ну, тем не менее, вы позитивно оцениваете сам факт начала. Безусловно, когда люди о чем-то разговаривают, это уже хорошо. Это уже хорошо. Могут 200 лет говорить лучше, чем 2 дня воевать в любом случае. Игорь, озвучи позицию Компартии по этому вопросу. Недавно совсем. Я, во-первых, случайно совершенно сегодня здесь нахожусь, потому что лидер нашей партии немножко приболел. Поэтому я что хочу сказать. Прошел у нас недавно пленум нашей партии, на котором, конечно же, обсуждался этот вопрос. Ну, так же, как на политсовете Единой Абхазии, мнения были разные. Но в целом я сегодня Лев Нурбеевич несколько звонил и попросил здесь присутствовать. И он попросил высказать, например, не мое мнение. У меня есть свое личное мнение, но он попросил выразить мнение партии, которая, как говорится, заявила о том, что, конечно же, самое главное в сегодняшней ситуации – это провести нормальный диалог. И именно там, где он проходит, в стенах парламента. Потому что действительно это одна из ветвей власти. Я думаю, несмотря на многочисленную критику со стороны наших граждан, в частности нашей партии, не только самого парламента, не только его деятельности, но и многих лиц, которые там присутствуют, на наш взгляд, все равно это единственная площадка, я так считаю, и в основном в партии так считали, на это высказано, на нашем пленуме это высказали, что только там. И если это сегодня происходит, я это, откровенно говоря, только сейчас услышал, мы этому только рады, мы только это приветствуем. И тем не менее, Компартия что предлагает? Какие меры необходимо предпринять, чтобы преодолеть этот Компартия кризис? предлагает одно. Компартия сказала, на своем пленуме, я еще раз повторяю, мы говорим одно. Вокруг чего должны быть конкретные предложения. Амцахара заявила свое предложение. Президент это предложение не принимает.
Как находить общий язык? Опять-таки язык, диалог. Компартия хочет что? Компартия хочет, чтобы был мир в нашем обществе. Компартия к этому думаю, что призывает. каждый здесь сидящий Да, хочет призывает. этого. И поэтому я что хочу еще отметить, что мнения были разные, так же, как вот на предприятии Единой Абхазии, совершенно так же. Но я еще раз повторяю, меня наш руководитель попросил сказать, что общее мнение партии, то, что этот диалог начался, мы к этому уже несколько дней тому призывали. Там и Вячеслав Михайлович Цугба выступал, да. и многие вот старые, известные наши, мудрые, я бы сказал, люди, которые, к сожалению, в Совете старейшин почему-то не оказались. Ну, вот такая вот. Спасибо вам большое. Якуб Васильевич, перейдем к вам, если позволите. Ну, знаете, то, что парламент взял на себя инициативу, и то, что произошло сегодня в стенах парламента, это, конечно, шаг. Даже, можно сказать, это пролог. Или еще точнее, начало пролога. А то, что сказал молодой человек, он такой очень толковый, тонко мыслящий, наш уважаемый Логуа. Он говорит, это ветвь власти, конечно, но может действительно за пределы ветвей власти, чтобы этот вопрос обсуждался. Он на базе тоже вашей Айзеры. Но не так, как это мы видели в прошлый раз, когда госпожа Агарба, вы меня извините, она говорила больше, чем все вместе взятые другие, понимаете? Я когда меня спросили, я говорю, минуточку. Якуб Васильевич, зачем это нам все, сейчас знаете, комментировать то, что если было на вы, прошлом эфире? если вы хотите за меня говорить, ну скажите Нет, так. конечно, нет, Я пожалуйста. говорю с вами и Конечно, считаю, что конечно. это имеет отношение к разговору и к вашему вопросу. Добро. А вам это не нравится, вы меня пытаетесь Нет, не это то, что не нравится, редактировать но как-то. зачем нам Да вы комментировать что, мой высказывания хороший, кого-то? слушайте, Это их, Потом, это их вопрос точка такой зрения. важный, вопрос такой важный, что вот 10 минут на одного человека. Здесь это надо серию, наверное, именно этому, потому что важнее вопроса нет. Сегодня именно так. Поэтому парламент спешит вот так. А мы с учетом вот мнения Логуа, может действительно выйти и на другие площадки или параллельно. Потому что мы же видим, что делает у нас в парламенте. Не в целом, но какая-то вот часть, которая фактически саботирует работу исполнения власти. В каком смысле? Вот говорим, что, помните, обсуждать начали так, мазками. Переход к парламентской форме правления. Смешанный. Смешанное, да. Нет, там звучали предложения и к парламентской. Сергей Миронович предлагал. Ну, я же знаю, что я говорю, мой хороший. Не надо мне это поддерживать, за меня говорить. А при этом саботировали, это один из фактов саботажа, закон о выборах в парламент на основе парламента пропорциональной системы. А ведь без пропорциональной системы как можем вообще говорить о переходе к парламентской? Вообще как? Якуб Васильевич, не то, чтобы саботировали, в первом чтении закон принят. Некомпетентность. Сейчас уже начали, Да. и то поддерживают. Некомпетентность, понимаете. Поэтому такие деятели, вроде Якуба Логуба, они не нужны ни в Конституционном суде, и так далее. Вы меня поймите. Нордман Жуэ считался с моим мнением, понимаете. Великий, знаменитый на планете Рене Давид, со мной переписку имел, великий француз, может, слышали, планетарного масштаба. Туманов Владимир Александрович, председатель консульства России, это величина такая. Но там вот, это просто маленькие примеры. Но я же в бутылку не лез, я что сделал? Я встал, аккуратно, тихо ушел. Ну, а другие, которые оторваны от кормушки фактически, понимаете, или, значит, обиженники, так называемые на языке простонародья сегодня, вот они саботируют, создают искусственно, нагнетая обстановку. Это же, как можно говорить об этом вещи, это констатация уже следствия, не говоря о причинах. Потом поймите правильно, слушайте, это наша партия фактически одна пока говорит. Я думаю, придет время, будут все говорить. Процесс идет. Весь мир окутан спецслужбами не только нашего непосредственно оппонента Заингурского Грузии, но США спецслужбы, за спиной которой стоит резервный фонд, который печатает, как хочет, в каком количестве, планетарную валюту Америки и так далее, доллар и прочее. Мы же знаем, они весь мир. Вчера Обама что заявил, вы же слышали? Везде, где нужны интересы Америки, мы будем присутствовать и будем присутствовать. Потому что есть новый президент. А он за него говорит, будем присутствовать. А вот что, Абхазия обойдена вниманием? Конечно, нет. Просто в листах, в персоналиях, кто это? Кто проводником является этой линии, сатанинской? Это в ближайшее время, может, не совсем ближайшее время, покажет и обнажит. Если сказал, больше не давать человеку слово. Вот каждый Теперь день еще что, здесь несколько фраз, исчерпал свои понимаете? 10 Несколько фраз. Вы понимаете, шахматный клуб, зайдите, пойдите, значит, туда. Там играют молодые люди и, значит, нажимают эти часы, что в среднем действительно 10 минут на каждого.
А не так, как я говорю 1,5 минуты, уже меня пытаются... Якуб Ты уже Васильевич, 10 минут говорил. если позволите, Манана, перейдем к А вам. кому нечего говорить, пусть уступит другому, кому он хочет. Якуб Васильевич, я думаю, каждому, кто пришел сюда, Понимаете? есть что сказать. Они озвучат мнение своих партий. Пожалуйста, Народный фронт. Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие. Я хочу сказать, что те процессы, которые сегодня озвучены, они, конечно, радуют. Они, безусловно, радуют. Наш народ исторически умел договориться со всеми. Как мы, такой маленький народ. Нас 500 000 нет на этой земле, и как мы можем не договориться? У всех есть своя болячка, каждый думает, что нам не нравится. Нам всем все не нравится. Но надо искать пути, заставить эту власть работать. И помогать. Манана Алексеевна, Заставить вот- эту власть работать. Другого пути нет. А как? И тогда, когда помогать, я не слышу... саботируя. И помогать. Знаете, если мы не будем говорить и встречаться, у нас ничего не получится. И когда я слышу слово «сход», мне страшно. Знаете, потому что само значение этого важнейшего события теряет смысл. Сход был в 1931 году, сход был в 1989 году, в 866 году. Но это какие события происходили? У нас что, враг на пороге? Наш народ. Мы одна нация. И почему мы должны дойти до таких граней, чтобы мы не могли договориться? спасибо. Аслан, форум можно народного я единства, не мы перейдем к закончу? вам обязательно. Да, мы дадим возможность высказать свою мысль. Аслан, Да, спасибо огромное за представленное слово. И я приветствую всех собравшихся в этой студии. Я приветствую зрителей, которые смотрят нас и терпят нас, наверное. Вот. Ну, то, что касается сегодняшней темы заявленной и те процессы, которые сегодня имели место быть в парламенте, безусловно, это есть позитив. Любые переговоры, любой диалог, он, естественно, приводит только к сближению позиции спорящих сторон. Я хотел бы коснуться здесь еще такого серьезного момента. На самом деле ситуация в стране политическая далеко не простая. И те политики, те лидеры различных движений, партий, я думаю, должны чувствовать за своей спиной определенную, скажем так, нагрузку, определенную ответственность за то, что происходит. Каждое слово каждого из нас, где-то оно имеет свой вес, где-то оно находит понимание, где-то слышится простыми людьми. На самом деле, никто, наверное, не будет сейчас со мной спорить здесь, что народу Абхазии нужно, как вы сказали, спокойствие. Спокойствие и позитив в этом плане, вот сегодняшняя точка отсчета в парламенте, которая была зафиксирована, это важный шаг. Но если в парламент является как бы законодательным органом, и он проявил инициативу, тут должны подключаться все возможные организации, это может и старейшины, это может общественная палата быть и прочее, прочее. Кто сегодня может в копилку мира, скажем так, мира внутри Абхазии, стабилизации положить свое усилие, вот те, безусловно, не должны быть отвергаться, те должны принимать участие. кстати, все позитивно оценили факт того, что переговоры начались, и инициатором этих консультаций выступил абхазский парламент. Но, тем не менее, в последние дни мы слышали некоторые критические замечания по поводу роли Народного собрания. Высказалось мнение о том, что зачем это парламент должен делать с учетом событий 2014 года и так далее. Хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Сергей Иванович, вас непосредственно упоминали. Да, меня непосредственно назвали даже ястребом. Я хочу сказать, что меня ястребом называли наши внешние враги. Я никогда не думал, что у нас внутри мы будем так вот разбрасываться такими словами. Вот ястребом, когда нужно было быть, я тогда был ястребом. А когда нужно быть миротворцем, я пытаюсь быть миротворцем. И других к этому призываю, кстати говоря. Вот. Поэтому вообще хочу тогда сказать о нашей роли нашей партии. Мы за полгода примерно до этих событий еще предлагали компромиссный вариант. Создать правительство народного доверия, в котором могли бы участвовать и оппозиция, и власти. Сегодня, может быть, такой ситуации не было.
сегодня, вот, когда уже сложилась такая тяжелая ситуация, лично я, как руководитель партии, накануне съезда Амцахара зашел к президенту и с ним имел разговор, где предложил свое видение выхода из этой ситуации. После того, как съезд установил дату, фактически ультиматум выдвинул, 15 декабря заявил о сходе, и мы в нашей партии собрали членов политсовета, 43 человека. Из них 40 человек выступили за то, что необходимо начать переговоры, диалог. В нашей резолюции мы записали обращение к парламенту Республики Абхазия, чтобы он стал такой площадкой для этого диалога. Почему? Потому что парламент не только ветвь власти, парламент орган, который должен следить за исполнением законов вместе с тем. Вот почему важен этот. На следующий день вот депутат, коллега Алмаз Джапуа вот со мной имел консультацию по поводу, значит, этой ситуации, и мы фактически вместе выступили инициаторами в парламенте для принятия вот этого постановления, которое было единогласно всеми поддержано, всеми членами парламента. В парламенте все прекрасно понимают, что диалог – это единственный метод выхода из этого кризиса. На следующий день президент пригласил депутатов парламента, 20 человек, были на этой встрече, где он сказал, что он, значит, ознакомлен с нашим постановлением, и он сказал, что он готов сесть за стол переговоров без всяких предварительных условий. Вы правильно говорите, что и представители оппозиции тоже говорят о том, что они готовы без всяких предварительных условий. Это нормальное начало любого переговорного процесса. И к счастью, что он начался. Когда каждая сторона имеет свои позиции. Но тут главное, чтобы переговоры не упирались в позиции, а переговоры предполагали нахождение какого-то консенсуса. Я, как лидер партии «Единая Абхазия», нашу позицию по этому поводу высказал открыто. И там на встрече с президентом, и в парламенте. Могу я тоже здесь озвучить, но не хочется сейчас говорить Сергей об этом. Иванович, мы обязательно к этому вернемся. Ты, Аршба, еще не высказывался. Озвучите позицию партии экономического развития. Ну, конечно, мы очень рады той новости, что процесс пошел. Мы уверены, что все люди здравые, да, и в тупике этот диалог не останется. Но так как вы спрашивали, какие у вас конкретные есть предложения, у нас есть видение по этому поводу. То, что все-таки невозможно что-либо делать без политических реформ. Нам это надо. Невозможно это делать, вот в постановлении парламента было, да, то, что конституционное преобразование. Пункт, что парламент да. приступит. Но мне кажется, то есть нам кажется, что это невозможно в состоянии сегодняшнего Абхазии, потому что к этому надо приступать, когда в стране спокойно, чтобы народ и общественность осознавали все и принимали это. Сегодня такого нету. Но наше предложение в чем? Мы считаем, что не парламент должен писать, не общественная палата предлагать. Все-таки все лидеры 9 партий должны собраться, закрыться и заняться конструктивом. Не просто диалогом. Консультации в этом вопросе не нужны, потому что консультации – это обсуждение быть или не быть, перетягивание каната. А нам нужен не просто диалог, а уже предложения, которые будут обсуждать. Это реальная работа начнется. Без этого мы не видим больше просвета. Ты заметила одну вещь, которая, на мой взгляд, кажется парадоксальной. Вроде бы все, сидя в эфире, мы говорим о том, что эти преобразования необходимы, реформы назрели в нашем обществе. Но возвращаясь к себе в партийные офисы, происходят, наверное, какие-то метаморфозы, и мнения меняются. И все-таки нужны или нет эти реформы? Смешанная система избирательная, передача полномочий от президента к правительству, к парламенту. Алмаз, пожалуйста. Ой, Левон, почему не удается сделать этот первый конкретный шаг? Хочу сказать, что разговор про реформы активно используется политиками, политическими группами в целях продвижения во власти. И если вы возьмете разговор о реформах, он ровно ему разговором в этом ровно столько лет, сколько в нашему современному государству. И любая оппозиционная группа лиц, которая пытается пройти во власть, использует одни и те же. Если возьмете, значит, газеты и журналы времен первой оппозиции, когда там времен Владислава Ардзба, то вы не поверите, открыв сейчас, найдете их совершенно свежими прямо к этому моменту. Но, к сожалению, совершенно правильно написанные вещи, уже придя во власть,
люди не собирались их реализовывать, и на протяжении 10 лет нахождения во власти ни одну реформу так и не провели. Вот именно. Это номер раз. Но, Якуб Васильевич, хочу сказать, что с теми же реформами, если вы откроете сегодня газеты, значит, в этот десятилетний период, оппозиция вчерашняя, оппозиция сегодняшняя власть, ровно с теми же тезисами о реформировании системы, 10 лет туда, как мы возились, пришли во власть и опять все забыли. И все это десятилетиями, оно свежо и сегодня. Мне кажется, самая большая проблема в том, что то, что мешает людям попасть в свое время во власть, оно же их же защищает, уже находясь внутри власти, они пытаются от этих вещей не избавляться. И при всем уважении, значит, к руководителям этих крупных политических групп, и то, и другое, и вот это там Сахара, и, значит, и форма направления, это целое политическое направление, которое 2 десятилетия между собой сменяет, находится в руководстве страны. Исключительно вот эти 2 группы. И исключительно мы все время находимся, партийных организаций здесь немало. Может быть, эти партийные организации, они меньше и моложе, и что-то еще. Но, тем не менее, мы находимся в заложниках у постоянной вот этой конфронтации острой, где разговор про реформу, как он был, так он будет и завтра, и послезавтра. И я, например, реально не вижу, ни сегодня во власти не вижу людей, которые готовы или хотят реформы. И вчера, на протяжении десятилетий, кстати говоря, момент, значит, этих событий, майских но что событий. касается исключительно ФНЯ и Амсахара, мне кажется, не совсем правильно. Вот в действующем кабинете министров у нас представитель Единой Абхазии, я так понимаю, Нет, председатель Госкомитета. Я сейчас, как правило, говорю... Госкомитета по госскому имуществу. Нет, я сейчас говорю непосредственно не про наличие власти, представителей партийных представителей. Руководство партии осуществляет непосредственно, руководство государства осуществляется представитель одной партии, и именно провластная партия отвечает и ответственна за проведение этих реформ. Хочу вам сказать, когда во многом ссылаются на парламент, парламент всегда, любой парламент, и сегодняшний парламент, и вчерашний, один и тот же парламент при разных руководителях, он оказывается разным. Всегда принимает решение с оглядкой на президента страны. Но что касается усиления роли, какие-то тут произошли. И если у руководства контрольная палата, нет принцип формирования желания к реформам, то реформы через парламент не пойдут. Вот Сергей Миронович здесь, я очень извиняюсь, Сергей Миронович здесь говорил. Мы сами, как по организации, у нас наше предложение заключается в двухпалатной парламентской системе, где верхняя палата это представительский орган, нижний законодательный. Но тем не менее нам нужен переходный период в том числе. С этим предложением, там с разными отклонениями существует, я знаю, на базе многих партийных организаций. Но вот сколько бы мы ни бьемся, потому что Алмаз, это что, смешанная избирательная система? Смешанная избирательная на переходный этап, который нам позволит в течение какого-то времени оговоренно какое-то время, как вы считаете, сколько понадобится на то, чтобы окончательно перейти? У меня волевой вопрос. Почему, когда мы начинаем, сколько времени понадобится, вот и вчера на разговор, значит, мы 1,5-2 года, 2,5 года пытаемся этот разговор привести, а острый разговор стоит только в момент острейших кризисах мы напытаемся. Я скажу вам почему. Это разговор не про реформы, а как убежать от кризиса. Алмаз, будьте добры, передаем слово представителям Сахара. Здесь Алмаз правильно заметил, что первую позицию мы создавали в Айтайра, и тогда у нас эти вопросы стояли о реформах и политических, особенно остро стояли экономические реформы, они и сейчас актуальны. Когда избрали нынешнего президента, он постоянно обещал эти реформы. Мы думали, дадим время спокойно провести эти реформы. Потому что любые реформы – это какие-то издержки. Любые, особенно экономические реформы, когда задумаешь, сразу плоды не дает никакие реформы. Это как бы в минус народу идет. Это потом, если с умом провести реформы, в будущем плоды даст. Но в этот период, когда проходят реформы, всегда народу хуже становится жить, и недовольных много. И когда вот резкое противостояние в обществе, и когда оппозиция здесь кусается, не до реформ, тут как бы не до этого быть бы живу, не до жиру быть бы живу. Поэтому мы год подождали, чтобы власть, приступившая к работе, смогла начать хотя бы провести реформы. Наш съезд, на котором мы сказали первым официально, я захватил вот резолюцию нашего съезда. В октябре 2015 года. В октябре 2015 года, правильно, год и месяц тому назад, уже год и 2 будет, скоро мы где, вот сейчас о коалиционном правительстве, мы год про это не говорили, мы и места не хотели, не требовали, мы
сразу после инаугурации, еще до подписания президента нового договора с Путиным, мы были у него внушительной делегации, нас 12 человек было, и 13 еще с Сухумского батальона. Мы им там сказали, не спеши подписывать договор, потому что новый состав кабинета министра, там от всех этих профильных предложений должны быть, да, вы сами решаете, люди пока еще в свои кабинеты двери не знают, слушай, толком, а какие не могут предложения, не спеши, подпиши потом, но сейчас не спеши, там очень много подводных камней. Даже в парламенте сколько это переполоху было из-за этого договора, помните же? Это еще хорошо, что да, смогли еще перелопатить то, какой договор прислали, вы же помните, вы в шоке все были. Но не послушался, поехал, подписал договор. Мы опять год Но подождали. подписал уже абхазский вариант. Да, абхазский какой вариант. Ну, по крайней мере, тот, который удалось очень существенно Теперь, доработать. Вот мы 21 октября 2015 году, вы сейчас... Нет, это 6-й съезд, вот 5-й съезд. Мы здесь говорим о том, чтобы после года правления уже мы видим, второе правительство плохо работает, нас не слушали, второй пример работает. Мы-то думали, если несколько человек более опытных, кто разбирается в работе, вы понимаете, не то, что это он мой сторонник, или я его хочу, он мой родственник, который какой-то опыт имеет, чтобы свежую эту, не свежую, а опыт какой-то внести, чтобы команда заработала лучше. Мы думали, если включат несколько человек, как бы сторонники наши немножко успокоятся, такого противостояния, чтобы не было, чтобы могли нашим сторонникам тоже сказать, подождите, с ума не сходите, там наши тоже работают сторонники, чтобы сказать. Вячеслав, но сейчас этот вопрос уже не актуален. Мы предложили вот это коалиционное правительство, что туда включили оппозицию тоже. Это год и месяц тому назад. Тогда нас не услышали. Потом, тогда еще... Но услышали, я так понимаю, при формировании уже третьего состава кабинета министров, но в этот раз уже вы отказались. Стоп. Но это уже было полгода назад, когда уже мы слишком в противостоянии далеко зашли. И вот там, на этом же съезде, вот 22 мая 2015 году, с учетом социально-экономического положения населения, предстоящего курортного сезона, мы остановились, чтобы не портить летний сезон, и вернуться осенью. Помните? Было. Мы опять подождали, думаю, время же было там 6-7 месяцев, чтобы власть подумала, мы или шутки шутили, или они всерьез нас не воспринимали. Они сказали, в конце сентября текущего, а при необходимости на всенародный сход мы вернемся к этому разговору, если не поможет это на сход, это еще год и 2 месяца назад про сход говорили. После этого мы на 6-м съезде подтвердили, что опять на сход пойдем. Опять не услышали. И в конце, когда уже за 15 дней время осталось, тут все вспомнили, что переговоры нужны, тут надо диалог, всегда хорошо диалог. Да, мы предлагали 1,5 года, нас не слушали. А сейчас уже у нас осталось 6 дней. Но даже 5 дней осталось, и какие тут разговоры, переговоры, я не знаю. Аслан, пожалуйста, вам слово. Якub Васильевич, потом вы вступаете. Я, честно говоря, вот сейчас внимательно слушал товарища, который выступает, и несколько недоумений нахожусь. Почему? Потому что первое, что я хочу сказать, во-первых, я здесь ничьим адвокатом не выступаю. Это сразу, чтобы было ясно всем присутствующим и телезрителям тоже. Давайте говорить о вещах, которые на самом деле справедливы, и не спекулировать и так далее и тому подобное. Почему я так говорю? Потому что сейчас вот не среагировав на это выступление уважаемого человека я не могу, потому что все мы видели и жили в то время, когда вот с 2004 года фактически были при власти, и никаких препятствий и препонов для того, чтобы проводить все эти реформы, проводить все эти дела, не было. Я извиняюсь, конечно, но... Я говорю, препятствий для того, чтобы проводить реформы, те, которые хотелось бы. При президенте Анкваб, я думаю, любой закон, любые вещи, которые он захотел бы, извините за грубость, он мог бы провести, он имел на это политический свой такой запас мощный. Карт-бланш у него был на самом деле. И сейчас будет немножко нечестным, наверное, и несправедливым вот так вот выступать в таком ракурсе. И еще один момент. Только что вы сказали, что
все, поезд ушел, поздно о чем-то говорить, ну тогда извиняюсь, о чем мы тогда в этой студии собираемся, для чего мы 5 минут тому назад говорили те вещи, о которых мы говорили, если поздно говорить. И еще, Алмаз, замечание по твоему выступлению. Здесь нельзя не сказать, ведь, Алмаз, давай справедливо, что вообще ничего не делается, вообще ни за что даже не притронулись. Ведь наметились определенные пути, да, они запоздалые, может быть, да, они, может быть, не в том объеме, в котором требовалось бы. Безусловно, здесь вопрос как бы подлежит, можно, предмет спора есть, но... Кстати, что касается смешанной системы, президент это было озвучено. Внес в парламент, но, да. к сожалению, да. То есть там не прошло в парламенте, насколько я принят. понимаю. Я, извини, Алмаз, предлагал 45 человек. не так плотно слежу за этим. Я не отрицаю, что какие-то позитивные вещи происходят. Другой разговор, что они происходят инерционно. То есть они вещи имеют инерционно. Да, один в один такой же разговор существовал про реформы. Я как будто, знаешь, дежавю. Алмаз, дорогой Алмаз. Аслан, пожалуйста, да, закончите, и Якуб Васильевич. Контрольная палата на сегодняшний день, значит, формирование руководства контрольной палаты, это есть? Это прерогатива парламента. Это уже, есть? Да. Есть. Это же невозможно отрицать. Это законодательная власть делала. Изначально нет. Изначально в проекте закона председателя и заместителя предлагал президент. Предлагал президент, да. Совершенно верно. Вот. Дальше, судебная система. Ведь подвижки-то какие-то пошли. Омбудсмен. Никто не говорит, что все, ничего никто не делает. Алмаз, мой золотой. Надо, мы говорим про реформы. Нас смотрят люди, и когда это мы говорим что-то, мы говорим что-то, мы должны говорить. Вот здесь это будет более предметный разговор, дорогие друзья. Вот давайте конкретно, что сделано на одну сторону, и что не сделано, и что должно быть сделано в ближайшее время. Я думаю, вот в таком формате, если мы будем разговаривать, во-первых, и людям будет понятно, о чем мы говорим. Во-вторых, это будет полезно и для всего общества в целом. Вот мое мнение такое. Якуб Васильевич, Народная партия. Видите как? Вот даже наш представитель Амсахари, вот он сейчас пытается конкретно какие-то вещи сформулировать. Что-то он успел, что-то опять-таки времени не хватило, понимаете? Обострил борцис как? Ну, видите, культурный диалог ведем, интеллигентный такой, значит, ну, я не знаю. Можно же разговаривать, раз можно и нужно. Но мы категорически подчеркиваем, значит, не всех даже, вот некоторых лидеров оппозиции. Я даже вас не хочу к их числу причислять, что вы приходите, разговариваете, соглашаетесь, не соглашаетесь, понимаете. Хотя во многих вопросах, вы знаете, мои оценки даже некоторым вашим заявлениям в прошлом. Сейчас у вас риторика даже не сказать. Значит, можно. Но видите, разделяю рядовых так называемых, но которые многие вещи понимают, они наблюдают. Поэтому на базе Айзера нужно расширять, наращивать, не по 10 минут тем давать открыть, говорить что-то, а значит часами, ведь другие же программы купаются в эфире, вы же видите, часами, по 2, по 3 часа, в том числе такие вещи, которые, может, вообще не должны, значит, обрушивать на нашего телезрителя. Тогда легче будет понять народу. Народ, я уже понимаю, но большая часть народа, подавляющая часть народа, истинные мотивы вот этих некоторых лидеров, отдельных, так скажем, которые такие вещи, ультиматум. Мы же говорили сколько раз, ссылаясь на статьи. Сейчас я не имею возможности, ни времени даже не имею. На статьи Конституции, на статьи закона о референдуме. Потому что там все прописано. Почему сказано, какие статьи, при каких случаях досрочные? Потому что других оснований нет. Ну, говорят, это ультиматум, понимаете? Это политический шантаж. Это идеологическая диверсия, вы поймите правильно. Ну, это же такие законы. Это мнение потом целый ряд статей, мы же говорим. Там все признаки, признаки все, значит, состава государственной измены. Вот эти массовые беспорядки. Слушайте, там просто все признаки налицо. Налицо. Но мы все равно как-то уходим от этого. Поэтому, значит, наша партия, она отвергает разговор ультиматумов. Потом президент, он не сказал, что я ничего не принимаю. Заведомые условия, говорит. Давайте будем разговаривать. Может, действительно, чем-то можно поступиться. Но вы поймите, вот Айтайра, она же, помните, как звучала? Как только пришла она к власти, мы помогали Айтаре второй раз возрождаться. Она дважды возродилась, потом трижды фактически рожденная или возрожденная. Ведь как только пришла к власти Айтаря, так скажем, ну, подождите, все, Якуб Васильевич, 10 лет пришла во власть, слушай. Ну, когда? Ну, что такое? Что, Вячеслав, это Айтайра был? Ну, конечно, мой хороший, ну, я не знаю, вы же тоже там были. Слушай, Айтайра, политсоветник, она пришла к власти и прекратила свое существование. То есть, с приходом к власти
людей, которых она продвигала, все. Мы, слушайте, в одно время с ней дружили, потом поняли, что, чего, как, чему. Мы быстро отошли. Сразу все проблемы, оказывается, были решены. То есть не нужна стала Айтайра. Сейчас она в третий раз родилась. Дай Бог здоровья. Ну давайте разговаривать, как вы сами пытаетесь. Вы оппонируете, я оппонирую. Давайте. И раз мы пришли людям не голову морочить, чтобы они слышали. Наш мудрый народ во всем разберется. Делает выводы сам. Понимаете? Это правда. Но на языке ультиматумов, понимаете, я не знаю, слушайте. Якуб Васильевич, спасибо. Манана Алексеевна, вам слово. Народный фронт. Я в силу своей работы и деятельности общественной очень часто бываю в районах. Я не политик. Я по образованию психолог. Второе образование у меня экономическое. К политике как-то пришла уже с возрастом. Что хочу сказать. Сегодня я была в Ачимчирском районе. Я пришла в ужас. Я давала консультации по работе. И люди задают совершенно неожиданные вопросы. И готовы идти уже сами. Без всяких политических партий. Все устали от политики, от угроз, от давлений и несуществующих перемен. Я боюсь, что все вот мы, оппозиционные партии, увидим какую-то новую силу, которая встанет с плакатами или с чем другим, не знаю, и попрет сама. Я считаю, что необходимо сейчас прийти к какому-то покою, к тишине и начинать решать те задачи, которые перед нашей страной стоят. Ну какие это задачи? Что нужно делать в первую очередь? Социальные вопросы, экономические вопросы. Безработица у нас сплошная. Знаете, я просто думаю, что скоро молодежь, которая деградирует и опускается, ей надоест деградировать и опускаться. Возьмет плакаты, дайте нам работу. То есть есть какая-то маргинализация, конечно, да, нашего общества? Конечно. Ну, в силу того, что я очень часто общаюсь с людьми. И это страшно. Это страшно. Если мы сегодня будем с ультиматумом куда-то выходить, у нас, знаете, 27 мая было уже. И это страшное событие. Это позор. Нас вообще весь мир откажется признавать. Если у нас такое повторится, такого не должно быть. Все нормально было, сказали. Не должно быть такого. Там все нормально было, сказали. Это был государственный переворот. Не признать это, ну, смешно. Мы что? Это ваше личное. Да, это мое личное мнение. Спасибо, да. Прозвучала позиция. Это мое личное мнение. Я Основном, как гражданин пожалуйста. и член партии имею право на него. Конечно. Я бы хотел вот что сначала сказать, быстренько пройтись, да, по поводу 10-летней, 20-летнего правления форума Ям-Сахары. Ну, тут вот еще представители Единой Абхазии. Айтайра тоже было, ну, как да, говорится, Единая Абхазия тоже власти. Сергея Васильевича Так что у нас был смена лидером. нормальная Да, так идет что у нас в все этом это есть, Алмаз. Может, когда придет Ротация другое происходит. время. Они на подходе тоже. Да, я что хочу предложить, обсудить вот еще что. По реформам, конечно, мы 20 лет можем говорить о реформах, но, к сожалению, не всегда, приходя во власть, как вы отметили, власть имущие проводят эти реформы. Но тут же надо сказать, без всякого адвокатства, да, нынешней власти, что в конце концов я абсолютно согласен, какие-то вещи происходят, и не обращать Их на это никто внимания. не Понимаешь, Алмаз, я понимаю, не отрицают, но и сказать нужно. Не просто же сказать, что вот 10 лет назад ничего не было, и сейчас ничего нет, и мы вообще ничего не видим. Так тоже не бывает. Дальше, что хотелось бы отметить. Все-таки, если мы сейчас будем говорить о политических реформах, это одно направление, это одна передача. Если мы будем говорить о экономических реформах, это совершенно другая плоскость, и мы можем еще 2 передачи говорить. Кстати, только об мы этом. никак не можем тематически подойти к этим вопросам, Да, потому это, что общественная это политическая будет ситуация, правильно, которая и потому, складывается, к не сожалению, позволяет нам сейчас знаю, перейти что я к ограничен. обсуждению конкретных тем. Зная, что я ограничен во времени, все-таки хочу, чтобы, может быть, это не так Кстати, популярно. политическую мы как-то обсуждали, переход к смешанной системе, это была первая передача наша. Да, может, это будет не так популярно, без пафосных речей, но все же. Вот понимаете, вот интересно, еще раз говорю, разве это не шаг был лично президента создать политическо-консультативный совет? Ну, по-моему, это прямой был шаг, Алмаз.
Не Подожди, собирали. подожди. Вот это формальная вещь, в Послушай, которую не подожди. приглашают в организации. Это хорошая вещь. Еще Но раз, насколько кого это туда действенный орган, кого Ни разу скажи не мне? приглашали. Насколько действенный орган приглашать организации? Алмаз, кого не приглашают? А что Скажите, мы сделаем, просто чтобы он был интересно. действенным? Вы там были хоть раз? Я хотел Вы об еще этом не сказать. зарегистрированы. Они тогда еще только заявили Не о было своей... ни разу, не собирали. Не было, я Собирали? знаю, по какому Один раз. причине Мне не не было. спрашивали. Один Надо раз собирали, требовать, чтобы чтобы договориться, создаем или Да. входим или Я нет. еще не Это- закончил. Да, Сергей конечно, Иванович. основной. Второй момент хотелось бы отметить все-таки. Вот знаете, говорить о том, что оппозицию не приглашали в новое правительство, тоже, наверное, будет неправильным. Ну, я не знаю, сейчас стоит имена, фамилии называть Не, я об этом или нет. сказал, кстати, были Насколько я приглашения. знаю, были конкретные предложения сформировать это правительство, ну, там, я не знаю, коалиционное, народное доверие. Хотя лично наша партия выступала против этого. Я объясню почему. При формировании кабинета формировании министров Беслана Константиновича Барцеса. Да, я о последнем говорю. Да. А мы Мы полтора года назад вообще-то это против требовали. этого выступали, не так потому что я в делается эти вообще. все истории не верю, когда вот нет у нас, значит, смешанной партийной системы, и мы какое-то коалиционное правительство создаем. Это невозможно, как мне кажется. Теперь, да, отрадно видеть, есть диалог, но все-таки, вот мы еще раз говорим, решение последнего съезда и было провести народный сход, где будет требование отставка президента и точка. Но если переговоры начались, значит, возможны переговоры, значит, мы можем пойти дальше, или вот на этом мы можем закончить и диалог, и передачу, и вообще о чем дальше говорить, если оппозиция будет говорить, что у нас одно условие, отставка президента и точка. Так же не бывает, надо же как-то разговаривать. Если консультации сегодня были, значит, уже мы на правильном пути. Наверное, не все так категорично, я так понимаю. Потому что все-таки надо, знаете, вот я говорю, наверное, не только от партии, я хочу как бы и обратиться к своему поколению, скажем так, потому что в одной из беседе мы проводили встречу именно представителей партии, где были приглашены именно люди одного поколения. И мы там этот вопрос очень четко подметили, что вот эту нагрузку, которая сегодня существует между политическими деятелями Вы имеете в виду недавний круглый стол, взрослого который прошел? поколения, да, не надо нам ее передавать. На этом должно остановиться. Мы не хотим вот этот груз на себя взвалить и дальше все время о чем-то спорить, даже Быть не спорить, а наследниками ругаться. политического негатива. Согласен. И еще, если Оставалось мне буквально кто-то минута, переходим если к мне Игорю. кто-то в этой студии объяснит и расскажет, что такое раскол, я буду благодарен. Я не вижу никакого раскола в обществе. Есть раскол среди 50-100 политических деятелей. Раскола в обществе нет. Не надо обманывать наших людей. Это ваша точка зрения. Игорь Юрьевич, вам слово, и к Сергею Мироновичу переходим. Ну, я в двух словах скажу, потому что все же, по большому счету, я еще раз повторяю, я и не знал об этой передаче, совершенно случайно сюда попал. Но я еще раз буду ссылаться на что? На то, что происходило у нас на пленуме. На этом пленуме, вот Кстати, исходя видите, из того... везде политсовета, а у коммунистов пленумы. Да, вот исходя из того, да, ну мы вот консерваторы в этом плане, я думаю, если другие в этом плане не только, я имею в виду именно в организационном плане, но и в моральном плане, то уже и реформы пошли бы, а заявлять... Ну нет, у нас уже политбюро нету. Что касаемо реформ, я скажу просто в двух словах. Конечно, о них очень много было сказано, но я здесь, конечно же, соглашусь прежде всего с представителем партии Айнар. Это только слова. Фактически на деле ничего сделано не было. Декларация. Так точно. Так точно. Минуточку. Я извиняюсь, Высказывается я и точка так зрения. мало говорю. Реформы, они также актуальны и сегодня. Безусловно. Все верно. Поэтому и те реформы, которые намечались при нашем, для многих, может, любимых, для кого-то непонимаемых, Сергее Васильевиче Багарше, при Александре Золотинском, да, не было того хода. Но я еще раз повторяю, что все познается в сравнении. Поэтому, если сравнивать то время, на наш взгляд, я имею в виду взгляд вот наших представителей Компартии, да, то там были сделаны определенные шаги. Здесь эти шаги меньше сделаны, и не так они доступны, и не так ясны. Вот что я хочу Может, сказать. вместе в силу того, что всего 2 года прошло? Я не думаю, что всего 2 года. Почему? Потому что те заявления, о которых мы слышали до прихода во власть, они были сказаны так четко, так ясно, что нам казалось, что это произойдет все очень быстро. Но, к сожалению, те, кто это делал, они, видно, не знали, куда они идут, что делать, какие конкретные шаги. Потому что то, что мы сегодня видим, это показывает о том, что есть непонимание, незнание или переоценка своих сил. Об этом
Я еще раз повторяю, на нашем пленуме. Почему? Потому что надо сказать, надо спросить, надо признать, что что-то не приходит. Никто же на вас за это не набросится, наоборот. Игорь, ну именно с этой целью был и создан консультативный совет, что вы вот собрались все вот только у президента в кабинете я первый и сказали, раз на вот такой тут передаче, недоработка. Сергей Марионович опытный человек, он говорит, да, что нету, никого не собирали. Я о другом сейчас хочу вам сказать. Что надо то, что не сделано, признать. Мы же здесь не волки, не враги. Мы что, не хотели, чтобы все было хорошо? Хотели, Кто хотели. не хочет. Но если хотеть и мочь, две разные вещи. И когда ты, как, знаете, говорят у русских, не в свои сани не садись. Ты прежде чем должен что-то подумать, ты должен эти шаги продумать. А если ты не можешь, здесь еще раз повторю, не волки, здесь те люди, которые помогут, опытные люди, знающие люди. Все те, которые прошли большую школу и при Сергее Васильевиче, и при Александре Золотине. Там что, все обязательно были те, которые... И при Владиславе Григорьевиче. Так, Владислав Григорьевич вообще не обсуждает. Сергей Миронович, пожалуйста. Ну, значит, что надо сделать с моей точки зрения? С точки зрения нашей партии, мы ее высказывали. Ну, во-первых, сейчас по процессу, который идет переговорному, я не буду говорить, наша позиция тоже известна тем, кто переговоры ведет. Там, по-моему, других конкретных предложений и нету. Да, каждая сторона держится за позиции сейчас пока. Но раз садятся за стол переговоров, они должны прийти к какому-то среднему результату, отступить от своих позиций и достичь какого-то, как говорится, консенсуса. Но я об этом сейчас не буду говорить. Я считаю, что, значит, что нужно сделать. Мы неоднократно говорили уже об этом. Я много лет уже предлагаю ввести смешанную систему как первый шаг к перераспределению полномочий. В парламенте... А как итог полностью перейти к... Да, но, к сожалению, партийной форме. К сожалению, я уже на этой передаче уже как-то говорил, что мы, к сожалению, все делаем медленно очень. Но хотя бы медленно и поступательно, я считаю, мы должны в конце концов прийти к этому. Сейчас уже, когда вот такая ситуация возникла, вот в парламенте, Алмаз не даст соврать, уже заговорили и другие тоже о том, что нужно срочно сейчас переходить к этой системе, и что отложенные ранее, значит, законопроекты, которые предусматривают перераспределение полномочий между ветвями власти, тоже, оказывается, можно успеть до марта месяца принять. То есть все-таки процесс какой-то пошел, к этому подтолкнула сама ситуация. Ну, наверное, нас все время нужно подталкивать, потому что, да, кризисные ситуации, они тоже какую-то пользу приносят, обычно так бывает. Да, пожалуйста. Вот Астабур сказал, что раскола нету. Хорошо, прекрасно, если раскола нету. Другое дело, он еще говорит о том, чтобы вот это наше противостояние не должно передаваться следующему поколению. Я абсолютно согласен. Но если раскола нету, что вам может, что вам грозит передаться? Здесь логики я не увидел. Я хочу услышать, теперь, в чем раскол заключается. Ну, подожди, ты сказал, что раскола нету. Хорошо, прекрасно, если раскола нету. А чего вы боитесь, что мы вам передадим, вот, молодому поколению? Нет, если у нас все хорошо. О расколе, теперь, по поводу, вот мы, когда сход объявляли на съезде, у нас обычно так принято, вот слышат только себя. Или от противника то, что хотят слышать. А то, что говорит, не всегда до конца дослушивает. Мы, да, типа ультиматума там о сходе, мы сказали. Но когда мы объявляли о том, что президент должен добровольно уйти в отставку, как раз таки, чтобы не передавалось наше что-то, мы, Бжане выступил и сказал, что если добровольно уйдет Хаджиба в отставку, он вообще не будет выдвигаться. Это что, не компромисс? Ничего себе. Нет, да? Сопоставимы разные вещи. А может, нет, это не компромисс. А что? Вы ставите на один уровень, что ли? Для тебя что компромисс? Вот для вашей партии, вот этой самой многочисленной партии, что компромисс? Я вам скажу, не говорить хотя бы на языке ультиматума. Вот как вы сегодня пытались некоторые вещи формулировать. Ну, пытались же. Нет, я понял, я же не самый умный. Ну, и мы не самые умные, но я спрашиваю, что такое для вашей самой многочисленной и старшей и мудрой партии Яков Васильевич, это только, значит, в поле конституционным правом. Все. Другого не дано. А что это не Мир не придумал пока другое. И выборы, понимаете. Минуточку. Вот вы говорите референдум. Слушайте,
Единственное, в чем это не ошибся, а нарушил наш президент, это пошел навстречу. Оппозиция сказала, давайте проводите референдум. Чем кончился, вы знаете. Теперь вы видите, что референдум у вас не получается, заведомо говорите. Якуб Васильевич, это сход соберем, незаконное требование? но если вы снимете полномочия, на каком Якуб Васильевич, нам не надо подачки президентов, слушай. Мы по закону шли. Это здесь законное право. Были собраны референдум. Здесь- И как объявлялся этот референдум, и что творилось, сейчас для Вячеслав, этого, что ли, пожалуйста, собрались, да, слушай? высказали точки Старые зрения. тираны вспоминают Перейдем- Томилов. Это же не проходной двор, Что не Якуб Васильевич, проходной? понимаете, Якуб Васильевич. референдум. Что, референдум? Мы обязательно- Сложение полномочий, институт конституции, это же не проходной двор, слушайте. Надо это все в что, конституционном незаконное поле. требование? Закон о референдуме существует, и Как были раз собраны таки вот подписи. там и выяснилось бы, власть должна работать или смениться. Потом, если то, Не что за- говорит наш уважаемый Шамба, перераспределение, Проходной двор. можно с этим, мы говорили еще давно, когда вашей партии не было, извините, даже в другом составе. Не было вообще, мы об этом говорили. Я там был партий. Вы Но до речь нашей идет- передачи говорили. Но если говорить о перераспределении, так, ведь речь идет о взаимном балансе, о балансе властей. Тогда надо там же ставить вопрос. В случае, если коллизия между исполнительной властью во главе с главой государства и парламентом не приходит к единому, как говорится, то право распуска парламента. Вот обязательно это должно быть. Это нужно обязательно. Обязательно. Сегодня Иначе будет. это дисбаланс Тея, в другую что сторону. конкретно предлагает партия спорит, экономического Якуб развития? Может, вы несколько слов по этому поводу скажете? Якуб Васильевич сегодня не ответил для их партии. Да. Самой многочисленной. Да. Что такое компромисс? Не, ну почему самая многочисленная? Она не самая многочисленная. Но она соответствует вообще Самая слушай, старая и сейчас самая давай все будет скромная, нормально. можно Ты сказать. больше всех Самая, говоришь, партия наверное, власти. все-таки самая опытная. Самая опытная. Опытная, Да, правильно да? вы говорите. Самая Сколько опытная. человек вас? На сегодня 1230. 1200 вокруг сад или что? Министерство Нет, юстиции. если у нас были бы такие возможности, как у вас, у нас, наверное, было бы больше. Но мы не загонимся за число. Якуб Васильевич, сейчас это не предмет нашего разговора, а численности существующих партий. Тея и Аслан, будьте Скромно добры. во всех отношениях, скромно. И выглядим, и ведем Минуточку, себя. минуточку. Они готовятся к съезду. Кто вам сказал? Если есть устав, вы Это нарушили где все вы мыслимые посчитали? эти. По каким-то Партия мимо агентурным больше деталям. всех говорите здесь. Что вы говорите? Минуточку. Это не... Регистрация будет, и всех будут проверять. Марина Шална А когда обещала перерегистрация была, как он прошел? Вот именно, всех, и мы вас, прошли. и всех Даже прошли. Компартия, вы помните? В каком это было году, Якуб Якуб Васильевич? перерегистрировался вовремя. Якуб Васильевич, в каком году вы прошли перерегистрацию? Недавно совершенно. Тея, пожалуйста. Недавно второй раз, это до этого. Тея, минуточку. Давайте будем говорить непосредственно о озвученной и заявленной теме нашего сегодняшнего разговора прямого эфира. Тея, На пожалуйста. самом деле, действительно так. Никто не брал ответственность приступать к политическим реформам. 10 лет нас трясет, политические катаклизмы. Но наше мнение такое, как я уже и сказала, что это все почему? Потому что не было реформ. Да, я согласна, никто ничего не делал. Но, по-моему, стыдно даже это признавать, что мы ничего не делали столько лет. Потому у нас такой выход только, мы видим. Оставить в покое людей. Политику должны делать политики, которые находятся там. Оставить временно может, не нужны людей. вообще реформы никакие? Общество Нет, вообще а готово как? к ним? И вообще, Конституционные мне кажется, декларируют исключительно преобразования. лидеры партийных организаций, а сам народ ждет этих реформ? Может, вообще они не нужны? Нет, Я они... не знаю, я такой риторический вопрос. Вопрос потому что никуда, у нас, что называется. а у нас как? Нет баланса. Нет баланса. У нас все как бы оползень начинается. Да. Вот. Потому что мы хотим, как мы видим выход из этого всего? Только лидеры политических партий. Конечно, при участии парламента, но они как раз там и находятся. Наверняка и общественная палата. Всем собраться, конструктивно подходить к этому, не выносить предварительно какие-то темы на обсуждение. Все внутри должно Уже обсуждаться. выработав окончательный вариант. Да, и тогда потом... уже выносить. На наш взгляд, вот эта сплоченность снизит напряжение и даст какие-то более явные результаты. Сегодня мы видим только такой выход, не иначе. Спасибо, Аслан. Кстати, напоминаю, мы уже час работаем Да, в прямом эфире. я постараюсь очень быстро. Я считаю, что во всем должна быть какая-то своя последовательность, в том числе и среди лидеров политических партий, потому что
опять же, на примере вот, значит, референдума, объявлять, требовать сперва референдум, потом его бойкотировать и так далее и тому подобное. Мне кажется, здесь нет политической последовательности. Ну, это сейчас, я не хочу сейчас углубляться в эту тему, я просто, то, что касается реформирования. Кто-нибудь из здесь сидящих может сказать, что нынешняя власть в лице президента публично отказался от каких-либо реформ? Он что, выступает противником каких-то вещей? Нет. Может быть, не все делается в этом плане до конца правильно, может быть, не все это, но дорога, пути к решению этих задач, они открыты. И сегодня у каждой реформы, Алмаз, у каждой реформы должна быть своя основа. И должны быть люди, в том числе и руководители партий, и общественных организаций, и движений, которые будут проталкивать эти реформы, которые будут, да, со скрипом, может быть, да, со спором, но я согласен с Теей, это должно быть некое такое, значит, ну, не закрытое ни в коем случае сообщество, но это делаться должно в тиши кабинетов, скажем так, образно, скажем так. Но и то, что некоторые политические лидеры пытаются на этом спекулировать и играть на этом, и выискивать сиюминутные какие-то выгоды, вот сиюминутные, не заботясь ни в коем случае о самой сути. Сама суть в чем заключается? Если мы говорим, что сегодня возможен Конституционный суд, уже началось формирование этого суда. Если мы с большим трудом, кстати, да. Да. Все декларируют, что да, это же не президент виноват, что его не было. Дальше, если мы говорим, претензий не предъявляют, вот президент во всем если мы говорить можем сегодня о том, что реально формирование, допустим, того же самого кабинета министров, перераспределение полномочий между президентом, парламентом при формировании Кабмина, это возможная тема. Надо вот это педалировать, надо об этом говорить, а не говорить о том, что я согласен, да, говорить, что вот это не сделано, раз, два сказал, но на постоянной основе говорить только это и больше ничего фактически, так тоже мы вперед не пойдем. Дорогие друзья, срок президента Хаджинова заканчивается в 2019 году по Конституции. Значит, придет другой президент. Вы представляете, вот список Амцахара, который был предъявлен нынешнему президенту, вы представляете на минутку, придет другой президент, и вот этот вот сам список вот так же предъявить тому, кто придет. Фактически он работать не сможет по этому списку, по предъявленным в нем пунктам. Зачем мы закладываем изначально, если мы хотим будущее своей страны увидеть в позитиве, зачем изначально закладывать вот такую мину замедленного действия? Господа, хорошие мои, если у нас не будет позитива, если у нас реального внутреннего желания не будет исправить в этой стране что-то нам здесь самим, за нас это будут исправлять другие господа. Если мы не хотим привести страну и народ к коллапсу. Коллапсу, совершенно верно. Астамурлогу, демократическая Абхазия. Я прошу потом прощения перейдем к Алмазу Северьяновичу. Немножко эмоциональное, может быть. Наверное, мы уже закругляемся, я как понимаю, да? Скорее всего, это будет мое последнее слово. Я все же не последнее, завершающее. Сегодня, в рамках этой передачи. Я все-таки вот что хочу отметить. Оно у вас было первое, вы впервые участвуете. Мы сегодня здесь столько говорим о реформах политических, ничего не говорим о экономических, еще раз, времени мало, да, и так далее. Но вот люди, которые нас слышат сегодня, люди, которые нас смотрят сегодня, вы знаете, мне кажется, что очень мало людей интересует именно то, о чем мы сегодня говорим. Есть гораздо больше тем нужных, которые можно обсудить, где можно подискутировать, предложить, на самом деле, для обычного простого народа, которые будут гораздо важнее. И... Ну, Астамур, согласитесь, сегодня общественно-политическую обстановку Согласен. обсуждают и в магазинах, Согласен, и на улице. но это же мы делаем, это же никто не делает, кроме вот 20-30 человек. Вот ну, я бы не стал, да. 20-30 председателей всякого рода партий, общественных организаций и придумывают эту ситуацию. Не надо так делать. Надо быть более честным со своими людьми, с избирателями, с народом, говорить о тех проблемах, которые реально стоят в обществе. И тут я с Мананой не могу не согласиться. Это и безработица, это в конце концов национальная проблема, национальная трагедия наша, наркомания. А как вот с этим решать? Почему мы об этом столько не говорим? Говорит об этом постоянно. Нет, я имею в виду, почему каждая партия не может прийти и предложить что-то, например. Почему каждая партия... Давайте обяжем каждую партию сделать предложение, которые бы способствовали уменьшению количества ДТП. Каким образом это решать? Именно вот так, не обсуждением, а
Пожалуйста. И Ну, мы, кстати, обсуждали эту тему. Слушайте, и люди должны таким образом выбирать нас, выбирать партию, за которую они готовы проголосовать. Партия Амсахара, кстати, предложила так называемый гражданский контроль, чтобы выходить на улицу. Отлично. Мне очень радует, когда я слышу, особенно, я это, кстати, говорил и Аслану Георгиевичу Бжане, и представителям партии Амсахара, когда я слышу от оппозиции какой-то конструктив, мне прям очень приятно становится. Буди Сагрба об этом и нам говорил. нужно вот такие вещи вытаскивать и о таких вещах говорить. И вот тут таким образом, я не знаю, соперничать, завоевывать сердца наших избирателей. И это будет правильнее, когда мы будем о каких-то конкретных проблемах, реально стоящих в нашем обществе говорить. Потому что, извините, но наркомания и ДТП, это, знаете, это национальная трагедия. Это может закончить наше государство в ближайшей перспективе. Вот я так хотел бы сказать. А политические что амбиции? касается, что значит политические вот амбиции? желание, Я так сказать. хочу, чтобы каждый из нас понимал, что мы должны, во-первых, нести ответственность за каждое свое слово. Во-вторых, в конце концов, перестать заниматься голым популизмом и реально предлагать конкретные проекты, которые будут направлены на улучшение качества каждого человека, жизни точнее. Ну, Вот давайте, так если будет вы правильнее. затронули тему наркомании, что предлагает Демабхазия? Мы по ДТП, я, например, готов Давайте прямо по сейчас ДТП. сказать, Ну, что мы буквально предлагаем. минута. Значит, смотрите, мы предлагаем, значит, людей, которые будут управлять транспортом пьяным или под воздействием наркотиков, изымать машину, выставлять ее на аукцион, по рыночной цене продавать и деньги направлять на зарплату сотрудников госавтоинспекции и в целом правоохранительных органов. И тогда у наших сотрудников появится зарплата, поверьте мне, не менее достойная, чем у наших коллег их Но в это не российской совсем правовая мера. Подождите. По вашему предложению, один автомобиль госавтоинспекции уже на аукционе. Я знаю, Алмаз. И, вот видите, вы опять это воспринимаете как-то с ухмылкой. Друзья, но это реальный метод, когда человек задумается, что купив автомобиль за 300 тысяч, завтра его автомобиль может с аукциона продаться. Понимаете? Он может его выкупить, но он должен будет потратить такие большие деньги. Это была шутка, я ничего серьезно не говорил. Не, ну вы понимаете, Просто вы должны понимать, во что выльется отобрать у людей, у простых людей автомобили и продавать. Вот здесь вопрос стоит, если мы строим государство, С одной темы на другую. если мы строим Это не государство, ужесточение наказания, а неотвратимость наказания. Вы предлагаете Абсолютно ужесточать закон согласен. в отношении граждан. Конечно. А вы ужесточите в отношении чиновников. Слушай, ну Алмаз, мы вот сейчас ты опять, по-моему, немного о популизме. Ну, Ну, понятно, нет, что это вот- чиновник это такой же гражданин. И он на него тоже так же распространяется этот закон. Абсолютно такой же должен которого быть. смотрят, Ну, слушай, кстати, об этом говорилось в прошлый раз. Ладно, Да, давайте мы неотвратимости, сейчас не да, про это совершенно другая тема. Астамур, но спасибо, что вы ее чиновников, затронули. может, действительно, президент так и сказал, что с чиновников будем. Надо начинать, да. Астамур, вы закончили? Все, я закончил, спасибо. Позволишь, Да, конечно. Я буквально два слова скажу. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что мы, правда, вступили на очень плохой путь, который мы уже неоднократно в нем бывали, но Бог нас миловал несколько раз. И это действительно не самые лучшие моменты нашей истории. 2004 год, 2009 и 2014, который у каждого из нас есть тут своя позиция, но в целом приведение вот к такому кризису ситуации, это не лучшие страницы нашей истории, которые мы должны избегать. И, судя по всему, повторение таких вот, нам очевидно, если мы не найдем все вместе здесь взятые, не найдем какое-то решение, устраивающее всем, но тем не менее компромиссное, я думаю, что нам предстоит очень тяжелый период. И самое сложное в том, что делать даже не в том, что Амсахара выставляет требования об отставке президента, что в момент этого схода я, честно, большим уважением к партии Амсахара не считаю это сходом, потому что сход это когда общенациональные действия, не меньше половины народа, ну в целом, если там будет не меньше половины, то да, это сход. В этом случае это достаточно большое стечение граждан, митинг большой, может быть массовый, огромный, который, чье мнение нельзя игнорировать. Нельзя, я считаю, там многотысячный народ нельзя игнорировать. Но в то же время есть, существует опасность, что вот эти, значит, политические процессы могут если в целом вы нас спросите, если там мнение партии Айнар, то я вам скажу, что если претензии к власти, могут ли они быть не только у Амсахара, в принципе, у политических организаций есть, и мне кажется, их предостаточно. Достаточно большой объем претензий, но тем не менее, могут ли, имеет ли право кто-то из нас
поддерживать такой процесс развития событий, когда через революционные дела, через какие-то категорически нет. Никто из нас не может приветствовать революционное развитие событий, и все-таки мы должны, если насколько То есть это Алмаз возможно, готовится к парламентским выборам в марте. насколько возможно, да, стараться избежать этой ситуации. И ни одна здоровая политическая сила не может приветствовать революционное развитие событий. Мне кажется, это главный момент. И насколько возможно, вот здесь политические консультации, они для того и существуют, что если возможен компромисс, надо его найти, надо требовать компромисса от этих сторон. И последнее, что я хотел бы сказать. 13 числа этого месяца состоится съезд, очередной съезд второй политической партии Айнар, который мы будем проводить в час дня в Интерсухуме, на котором помимо технических вещей регламента у партии Айнар есть предложение, в котором оно выйдет, предложение о коалиционности между всеми, не только политическими группами, но и гражданскими группами и всеми, кто на базе не узкоспециализированных там партийных вещей, а на базе каких-то общегосударственных целей и задач, 5, 6, 7, которые в данном случае люди могут оговорить и прийти к какой-то общей гражданской политической коалиции. И мне кажется, это единственное возможное решение ситуации. А господа, эти мы тезисы живем в одной... Алмаз, скажите, эти 6 пунктов мы предлагаем, да. Вы можете хотя бы 2-3 6. назвать? Ну, из крупных государственных задач, вот я не буду все перечислять, это и армия милиционного типа. Вы знаете, что у нас маленькое государство, и мы все время регулярную армию мы содержать не можем. И, по сути, армия милиционного типа у нас была сразу после военный период. К сожалению, мы от нее ушли. Но у маленького государства с малым народом это архиважная задача. Сегодня у нас есть союзник, но без которого мы не справляемся, но это не значит, что мы не должны себя защищать. И единственный способ, мы все время про это говорим, но мы должны реально перейти и законодательную базу подготовить к армии милиционного типа. Это номер раз. Все мы говорим про экономические программы, но мы к ним никогда не приступим. Любой экономист вам скажет, без единой информационной системы, без первичных, без ввода данных, а это единая информационная система, система учета, которая нам позволит вводные данные все собрать, первичные, и перейти к планированию. Это вот самая достаточно крупная задача, без которой мы ничего... Вот ряд таких задач крупных, которые мы всем миром должны сделать, и которые ни одна партия отрицать не может. Мне кажется, для реализации вот таких крупных задач нужна крупная коалиция. Это не на базе партийных организаций, отдельные гражданские личности, общественно-политические деятели, общую коалицию, где у людей будут общие задачи. И мы предлагаем выйти с этой коалиции. В то же время есть предложение ко всей этой группе, и, господа, у меня ко всем к вам, надо этот кризис преодолеть. И если, значит, основные политические группы, и Амсахара, и руководство нашей страны оставить наедине с этой проблемой, то, скорее всего, конфликт неминуем. Но если мы все подключимся, здесь Сергей Миронович говорил, Астамури абсолютно с этим согласен, что доводить ситуацию до крайности никто из нас не имеет права. Эволюционному пути развития и политического развития, в том числе альтернативы нет и не существует. Революционными путями, которыми мы уже пошли один раз, и это не лучший путь, и он нас единожды сведет в могилу. Спасибо. Игорь, пожалуйста, Компартия. Если, коллеги, вы позволите, мы, наверное, уже будем завершать. 1:20 работаем в прямом эфире. Да, конечно. Конечно. У каждого будет возможность подытожить. Игорь, начнем с вас. Что хотел еще раз сказать, что вот когда обсуждали мы эту ситуацию, которая у нас сегодня сложилась в нашем обществе, то первое, что считалось как бы обстоятельства, которые подвигнули нас к сегодняшней ситуации, это, конечно же, вот на взгляд наших коммунистов, это, конечно же, все же неправильное отношение к проведению референдума. Почему-то мы считаем, что после того, как наш президент подписал указ о проведении референдума, он должен был предложить максимально усилий, чтобы этот референдум прошел. Мы посчитали, что кроме подписи, ничего больше он для того, чтобы референдум прошел, не сделал. Имеется в виду на местах. Нет, подписал, нет, он подписал. Сам указ. Я почему говорю? Потому что не все так было однозначно, понимаете? Вот указ и все. Мы знаем главы администрации на местах, прочее, когда велась совсем другая работа и другая пропаганда. Но я об этом не буду говорить. Да. Мы считаем, что там президент немножко, раз он подписал, он
никакой уверенности у президента в том, что он проиграет или победит, не было. Никто этого не знал. Но это, если бы он победил бы, он пошел на это, но не пошла его команда. Команда не пошла. Я к чему говорю? Этот один момент. Второй момент, я что хочу сказать. Второй момент, тот момент, о котором говорил Амцахар, о котором говорил последнее, самое Сергей Миронович. Коалиционное правительство. Это идеальный вариант для того, чтобы опять-таки пойти навстречу друг другу. Да, но есть заявление, в котором сказано, что с действующей властью мы сотрудничать не будем. Нет. Я еще раз повторяю, да. что это заявление, какое заявление? Почему оно сделано? Да. Потому что, еще раз повторяю, сколько времени прошло? Опять заявление, опять заявление, опять заявление. Никаких шагов. Поэтому я что считаю? Что сегодня надо услышать друг эти друга. Слова, услышать то, что просили, понять это все. В семье, если есть беспорядок, какой бы авторитет ни имела дочка, внук, сын, отвечает за все отец. Когда мы избираем президента, он отвечает за то, что в семье не так. Другая семья не скажет, сына не позовет и дочку скажет, что она позовет отца и спросит, почему такие происходят события. Поэтому вот так произойдет. Спасибо большое. Игорь Ладария, надо коммунистическая друг партия. друга Вячеслав, услышать. Спасибо. Лучше проще. Чем... Вячеслав Кукоскир, политическая партия Амцахара. Вам слово. Там свои партии. То, что я хотел сказать, одно он уже сказал. Да. За все, что происходит, в первую очередь отвечает действующая власть во главе с президентом. Второе. Вот здесь говорил по поводу требований, там длинный список, на самом деле длинный, там 40 с чем-то вопросов, но там нет ни одного выдуманного вопроса. Там или то, что сейчас делает власть, почему так делает, или то, что обещала, почему не делает. Там ни одного выдуманного пункта нету. А это у меня с собой, если хочешь, я могу передать или зачитать, но это длинное, место много займет. И потом, вот я все-таки, идя сюда, все-таки надеялся на то, что какой-то компромисс я услышу. Я компромисс не услышал. Мы почти все... Я спрашивал, это ты сказал, что там ультиматум поставили и все, но ты не предложил... Славик, ваше видение, вот да. скажи. Я, например, сказал, что Бжания сказал на этом же съезде, что он не подаст в отставку, если Рауль добровольно уйдет в отставку. Раз. Дальше. Раз. О почетной отставке, там, со всеми вытекающими оттуда последствиями экс-президента, там, правами, этими, да, обеспечением, на все такое понятие во всем мире, что экс-президент должен быть обеспечен государством. Да. Так в законе закон. так есть. Да. Вот этот компромисс, Славик. Ну, это наши предложения. Слушай, ваши предложения, я ничего не услышал, кроме того, что это требование ультиматум. Славик, вы яхту дроп сышила со Сгуана Гарвасова. Вы яхту وتبقى نجنو وقتنوца. Брёб яхтах. Да, утыпа нужно уqtsa шахаш мадзера. Мы полтора года уже с октября месяца говорим, что президент ушел. Вы это говорите со дня инаугурации. Только сейчас поняли, что президент ушел. Чего вы сейчас спорите? Потом, через год начали. Да, со дня инаугурации это говорится. Завтра он должен уйти, послезавтра он должен уйти. Компромисс. Это наши, как бы, сейчас это мы это готовы. А компромисс мы должны предложить. Ну, Вячеслав, не будем забегать вперед, консультации только начались. Без конца мы что-то должны. Вы были в оппозиции, мы вам должны были, вы сейчас во власти. Мы в оппозиции не мечтали о таких предложениях от властей. Вот то, что сейчас звучит, вообще не мечтали, Славик. А мы не подписывали соглашений никаких. Мы не обещали вот это то, что здесь обещано. Мы не обещали Минуточку, прошу порядка в суде. Ни прочие дела, ни приглашение в исполнительную власть. Совет, что такое? Вы кто-нибудь объяснил? Вот я и говорю, не приглашение в исполнительную власть. Никто нам ничего никогда не предлагал, слушайте. Так и вы не предлагали. Вы подписали соглашение и нарушили сразу. Минуточку. И вы не предлагали. Это сейчас вы предлагаете. Ближе к концу нашей передачи эмоции. Сергей Миронович, пожалуйста, завершайте и перейдем к Манане Алексеевне. Я не хотел открывать сейчас наше предложение, но раз так вот пошла дискуссия, я скажу, какой компромисс предложили мы. Значит, наша партия. И
Оно заключается в том, что нужно сейчас предотвратить то, с чем мы можем столкнуться в ближайшее время. Для этого нужно сесть за стол переговоров. Сейчас идет этот процесс. Конечно, у каждой стороны, еще раз говорю, своя позиция. Они ее будут придерживаться, пока не начнется процесс, диалог. Мы со своей стороны говорим, что выходом может быть создание на этот раз коалиции, грубо говоря, нам не нравится это слово почему-то, коалиция, как хотите его называйте, но здесь может быть такой выход. Президент назначает по согласованию в результате вот этих консультаций руководителям, председателем кабинета министров, премьер-министра, которого предложит оппозиция с правом сформировать экономический блок правительства. Если не справился, извиняюсь, премьер-министр, кто отвечает Одну за него? минуточку. Когда вот это будет сделано, я хочу напомнить, знаете, когда мы были в кризисной ситуации, Багапши Хаджимба сумели договориться и пойти вместе. Это вообще был такой ход неожиданный для всех и вообще в мировой политике, которого не бывает. Почему сейчас вдруг нельзя решить вот Сергей таким Мирович, это образом? разные вещи. Аслан, будьте добры, вы скажете Как раз об этом. Сергей это, Миронович, вы как скажете. раз это более реальная вещь. Она не нарушает ни законы, ни конституции. Она снимет напряжение. Это то, что мы предложили. Дай Бог, чтобы стороны сами нашли лучший выход. Я не знаю, какой можно найти. Для этого надо разговаривать. Это первое. Проще, чем было. Да, это первое. Это проще, чем Это было. первое. И, кстати говоря, это и в обществе снимет конфронтацию, когда они будут вместе работать, понимаете? И когда уже оппозиция не сможет все стрелы направлять на президента, потому что за экономическую и социальную часть будет отвечать их представитель. Здесь может как раз начаться процесс снятия той конфронтации, которая существует в обществе, несмотря на то, что говорит молодой человек. Оно есть, оно 10 лет уже у нас есть. И каждый раз оно усугубляется. Спасибо. Манана... Одну минутку, Да. это еще не все. Это часть того, что я говорю. И второе, наряду с этим, нужно начать процесс этих реформ перераспределения власти, о чем я уже много лет говорю. И сейчас открыто скажу, что я имею в виду. Я имею в виду, что нам нужно перейти к парламентской республике. Многие скажут, что нам не подходит, а я вам скажу, хуже того, что сейчас у нас есть, не будет, потому что каждый раз перед президентскими выборами мы стоим на грани гражданской войны. И здесь уже было сказано, что пронесло раз, пронесло два, пронесло три, а один раз не пронесет. И что тогда будет? Крах всем нашим завоеваниям. И в Грузии, и в Армении уже отказались от этого, потому что видят, что не подходит кавказским народам, наверное, это. Поэтому это нашей партии конечная цель. Но сегодня мы говорим, давайте сделаем первые шаги. Смешанное сделаем правительство и перераспределение, то, о чем мы сегодня в парламенте говорим. Спасибо. Буквально одно слово я скажу. Вы Когда скажете об этом, Алмаз. достаточно часто говорят по поводу парламентской формы правления, в данном случае тоже Сергей Миронович говорил об этом, существует расхожее мнение о том, что как будто институт президентства отменяется, и руководитель исполнительной власти отменяется. Ничего подобного. Руководитель исполнительной власти всегда есть, или премьер-министр, или президент. Другой вопрос, что система принятия решения усложняется, и без согласования, предположим, с верхней и нижней частью парламента он не может принимать крупных решений. Об этом идет речь, а не то, что президента упразднят, и он пойдет домой. Там Спасибо за это уточнение. Манана Квициния, Народный фронт. Мы завершаем, уважаемые коллеги. Якуб Васильевич, Алмаз, и дальше пойдем по этому ряду. Пожалуйста, вам слово. Отрадно, что появилась возможность обсуждать то напряжение, которое есть сегодня в Абхазии, открыто и по телевидению. Нас слушает народ. И мне кажется, что тот путь, который начат, он должен продолжаться. Иначе не может быть. Если мы не сумеем найти решение, каждая партия должна найти путь для того, чтобы объединить задачу. Какая у нас задача? Одна единственная. Чтобы народу было хорошо, чтобы в нашей стране было нормально жить каждому. От того, кто сегодня бедный, нищий и богатый. У нас такое разделение в обществе страшное. И если сегодня появилась возможность говорить открыто о тех проблемах, о тех напряжениях, которые
имеются в нашем обществе, значит, будет и решение их. Это начало, и меня это очень радует. Спасибо большое. Яков Васильевич. Значит, что? Вот пару фраз по поводу возможности, значит, перехода к парламентской. Понимаете, мы же говорим о пропорциональной системе. Вот если мы перейдем к ней, это будет конкретный шаг на пути к этому. Согласен. Хотя это не обязательно. Абсолютно. Но если другого не дано, если институт президентства будет и впредь камнем преткновения, тогда можно будет говорить об этом, но нужно делать шаги к этому. И другое. Институт президентства же еще не исчерпал себя. И мы же это все прекрасно понимаем. Вот именно. Надо еще подумать о том, как создать условия, как улучшить этот баланс власти, чтобы институт президента еще эффективно себя проявлял. Это одна сторона. А вы говорите правильно. Все здесь никто против не говорит, что диалог начался. Ну, с вашей подачи, мы приветствуем, как говорится, получается, как будто бы первый шаг сделан. Но это преамбула. И нужно наращивать это. И на базе вот этой вашей обязательно. Потому что парламент это все прекрасно, ведь власти тоже государственные. А вот нужно за пределами власти тоже наращивать этот разговор. Иначе что получается? Иначе в путь никуда, вы понимаете? И это, я думаю, тоже понимают все, кроме тех, мотивы которых пока еще, так сказать, скрыты, но постепенно они обнаружатся, если, не дай бог, дело пойдет дальше к обострению. Тогда что? Тогда, значит, посмотри, что говорит статья 18. Вот хотя бы пару статей, значит, это. Это из какого закона, Яков Васильевич? Конституция, основной закон. Запрещается создание и деятельность, там, партии, общественности и так далее, действия которых и изменение конституционного строя хорошо не подходит, насильственно, хотя элементы, вы же понимаете, если дальше будет, не дай бог, Слушай, что ты думаешь? и подрыв безопасности государства, дальше создание, значит, разжигание социальной розни. Это же почти... Вот это социальная рознь, ну, да? как к этому может привести? Мы же говорим обеспокоены, что мы случайно... Минуточку. И вот, например, еще такой момент. Сейчас пока еще или мы хотим, что президент объявил все чрезвычайное положение, если дойдет дело до чего-то. Ведь это же ультиматум, понимаете? Сказано, сложи свои полномочия. Экс-президенту Анклав кто-нибудь предлагал вообще, чтобы сложи полномочия? На съездах, на этих сходах. Было такое или нет? Не было. Просто там получилось так, что не вышел к народу, все и так далее, потом ушел. Так сказать. Понимаете? Хорошо, что не вышел. Ну, мы не знаем, хорошо или плохо, это другой вопрос. Это никто не знает, понимаете? И вы тоже не знаете. Значит. Яков Васильевич, завершайте, сейчас если есть требует... возможность. Завершайте свою мысль, мы уже Не 1,5 предупреждаешь, часа. штурмовать администрацию проще, что ли, мы уже 1,5 года предупреждаем. Ситуацию тоже не Мы стоит, сейчас Да, я вас просил завершить, Яков Васильевич. Мы предполагали на позитивной ноте попрощаться с нашими телезрителями. 1,5 года мы к этому шли, слушай. Вячеслав, это правда. Алмаз Северьянович, Астамур Что прикидываешься, сын дрожжи? Игорь, вы уже высказались. Аслан и ты, а в каком порядке? Отвергая, Всё, ваша есть, многочисленная позиция прозвучала. понятно, отвергает. Алмаз, пожалуйста. Секунду буквально, знаете, что вот к словам да, Сергея давайте Мироновича и ремарочку. Аслана, то, что он говорит, сейчас это невозможно. А когда вице-президентом шел Лакоба с Багапшем, почему-то было возможно, уже избранный, возможно. А сейчас назначение невозможно. Все возможно. Более должно, Алмаз. более. Все-таки Спасибо. я бы Алмаз. хотел Алмаз. еще раз призвать, Партия Айнар. вне зависимости от того объема обвинения, которое мы имеем друг другу, я бы все-таки призывал бы к тому, чтобы никто из нас не рассматривал, даже в уме не рассматривал варианты развития событий, вот силовые варианты развития событий, потому что каждый должен понимать, к чему это вас в принципе может привести, потому что уход за один раз, уход за грань, мы такой народ, который мы умеем держать себя в руках до самого последнего момента, но потом за этой гранью бывает невозможно остановить, это чисто человеческие вещи. Поэтому в целом я, например, по поводу предложений, я согласен на любое предложение, на которое в конце концов сами стороны могут быть согласны, на которое, возможно, будет договориться сами стороны. Поэтому тут я однозначный сторонник того, чтобы мы все поучаствовали, и оставлять наедине, значит, две группы лиц, которые могут столкнуться, я считаю неправильным. И последнее. Да. Я уже говорил, каждая власть, приходя во власть, уже находясь внутри власти, пытается отгородиться от тех вещей, которые они вчера говорили, и это их скрывает. Но тем не менее, вне зависимости от того, желание ли это реванша, или же там из-за каких-то вещей это приходит достаточно крупная часть общества, которая имеет какие-то претензии,
достаточно обоснованный. Нельзя играть в незнанку и делать вид, что я ничего не слышу, я ни во что не играю, никаких претензий не признаю. И это тупиковый вариант, который как раз и приводит к этим событиям. Спасибо. Астамур Лого, Демократическая Абхазия. Ну, на Буквально, если да, можно в очень режиме коротко, блица. Да. Сергей Миронович Потому что- поделился своими предложениями партии. Тут, безусловно, двух мнений быть не может. Если это спасет нашу страну и поведет нас вперед, Не знаю. я, наверное, не найду, уверен, что мы все согласимся с тем, что надо сделать все, чтобы мы могли пойти вперед. Если это устроит наше общество и поведет вперед, мы, конечно, будем за. Ну, здесь вопросов нет. По поводу реформ, безусловно, надо их продолжать, надо как-то прийти к тому, чтобы наконец-то мы смогли в парламент прислали, да, этот законопроект, в первом чтении приняли, во втором не приняли. Я надеюсь, может, в этот созыв успеет, может, будущий, но мы должны двигаться. И еще раз хотелось бы призвать всех наших граждан, представителей разных партий, быть более благоразумными, всегда думать о будущем своих детей в первую очередь, и никогда не забывать то, какую цену все-таки наше старшее поколение, многие из вас здесь присутствующие, положили, отдали, кто-то жизнь, кто-то здоровье, для того, чтобы мы сегодня за этим столом или на этой передаче могли обсуждать такие большие темы. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Спасибо. Аслан. Я хочу сказать, что кто искренне заинтересован в стабильности, в спокойствии в Абхазии, для этого есть все возможности на сегодняшний день. Открылись эти возможности, и этими возможностями надо пользоваться в полной мере. Абсолютно согласен со всеми присутствующими здесь. Здесь все без исключения сказали о том, что мирное развитие событий в Абхазии является самым приоритетным для всех, для жителей, для политиков, для кого бы то ни было. И, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим телезрителям. Все, кто смотрит в столь поздний час нашу передачу, призываю вас всех к благоразумию, к спокойствию, к доброму отношению друг к другу, к пониманию, а не нагнетанию каких-то слухов, каких-то сплетен, каких-то вот нехороших вещей. Дай Бог нам, Абхазии, и всем нам прожить все эти годы в согласии, в мире, и, пользуясь случаем, когда стратегический партнер представляет нам столько возможностей, вот сейчас надо использовать этот шанс, который у нас есть, и объединить усилия для того, чтобы укрепить, сделать Абхазию мощным, процветающим государством. Спасибо Спасибо. большое. Тея, завершайте наш прямой эфир. А какие дополнительные... И сразу начинается. Что там стратегический партнер дает? Возможности. Какие дают возможности? Он нам никакие Каждый возможности год не дает. в парламенте секвестирует бюджет. Ну, не каждый год, только в Каждый этом год и году. в 15 и в 16 Вы считаете, что Нет, стратегический я не считаю, я партнер... спрашиваю. Я отвечаю на ваш Мы опять, вопрос. давайте это сделаем это темой следующей передачи. Такие возможности, Вячеслав, ну, может, есть следующий какие-то Тея, пожалуйста, возможности, про завершайте. которые я не знаю, я за это спрашиваю. Пенсия, оборона, прочее, здравоохранение. Это Это не мало? сейчас дают, это и раньше тоже давали. В общем, Это не считается? Это не сейчас. Ты сказал сейчас, когда партнер дает такие возможности. Сергей Васильевич начал. Я же не говорю о том, что это началось вчера. Я говорю сейчас, когда я подразумеваю, сейчас при Владимире Владимировиче Путине, Дмитрии Анатольевиче Медведеве. Я вот это имею в виду. Ну что тут непонятного? Понятно. все, Тея Понятно, завершает. что Она сейчас единственная, это кто остался сегодня, что и не высказался заслуга по народа. Вот поводу. видишь, Славик, вот видишь, я сказал сейчас, ты уже воспринял это вот так вот. Сразу. Аслан, А как Аслан, спроси телезрители, Аслан, как восприняли? позиция прозвучала. Спроси. Я А извиняюсь. Якуба Васильевича спроси, как воспринял. Партия Он Эра. как сегодня он Партия воспринял. Эра. объяснил, Минуточку, как призываю я к хотел порядку. сказать. Призываю к порядку в студии. Тея, Мне уже кажется, что это такая традиция здесь мне слова не давать. Это, наверное, потому что я младше или какие-то другие причины. Хотела я сказать так. Революция – это истерика народа. Занимаясь этими политическими распрями, мы можем не заметить, как революция, эта истерика начинается. И это будет очень страшно. Всяческими путями надо успокоить нынешнюю ситуацию, не допустить, не хочется говорить страшных последствий, но об этом все-таки говорят, не хочется этого.
успокоить, и вот в этот момент, когда все успокоится, приступать уже к реформированию системы, конституционным преобразованием, потому что надоело действительно говорить, что мы об этом говорили, мы это не сделали. Это у нас, да, повторяется из раза в раз, и в конце концов понимать уже прошлое, что у нас вот это было, да, до чего мы дошли, знаете, как в фильме, до кондиции дошли, да? Молодец. И начинать приступать работать. Прекратить вот эти обсуждения, мы сказали, надо говорить, мы сделали. И я желаю всем хорошей работы. Но прежде всего привести себя в чувство, как говорится. Спасибо, уважаемые друзья, спасибо, что Устаканиться, как нашли возможность прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы. Я благодарю каждого из вас за участие в нашем прямом эфире. В завершении передачи я хочу сказать вот о чем. Если решения по преодолению внутриполитического кризиса принимали люди, которые сидели сегодня в нашей студии, поверьте, компромисс был бы найден. Да, дискуссия порой зашкаливала, но никто не позволил себе грубости и оскорблений. Все с уважением отнеслись к мнениям друг друга. И так должно быть везде. На партийных конференциях, съездах, встречах с активами в районах. Мы все граждане одной страны. И пора наконец понять, что находится она на краю пропасти. Вместе мы должны постараться не сделать тот единственный роковой шаг, за который мы будем в ответе. Не конкретно власть или оппозиция, а все. Это была передача Айзера. Я благодарю телезрителей за внимание, участников за откровенные ответы. Спасибо вам большое. В следующий четверг с вами будет мой коллега Алхас Манарги. Я прощаюсь ровно на 2 недели. Доброй ночи. Абзерес. Спасибо большое. Спасибо.